Любэ. Я иду по стране старорусским маршрутом, безоблачным утром, окутанный первой зарей. Все песни мои, все друзья будут рядом, как будто не самая, как будто еще молодой озорной. А заря, 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 дело Божие твоя, золотит леса и пашни, светом ясным янтаря. А заря, 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 все ж старается не зря, окрыляя судьбы наши, души проще говоря, души проще говоря. А я верю, что все еще только в начале, едва зазвучали на ярмарку бубенцы. Вся даль впереди, а ее не пройти без печали. Но сколько живешь ты, а для жизни мы все же юнцы. А заря, 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 дело Божие творя, золотит леса и пашни, светом ясным янтаря. А заря, 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 все ж старается не зря, окрыляя судьбы наши, души проще говоря, души проще говоря, души проще говоря. Добрый вечер, друзья. Как дела? Хорошо, а можно включить свет в зале? Свет в зале, дайте. Алиса! Эй, люди! Алиса, ты где? Вот, так, проявляйтесь. Как там со звуком? Все ли в порядке? Я хотел спросить. Все хорошо? Все слышно? Может, кому громко, тихо, кому, я не знаю. Хорошо, наш звукорежиссер Коля Цветков с вами в зале, он ответственный за все. Он делает главную звуковую. Я понятия не имею, что, как у вас там звучит и что там происходит. Потому что я-то здесь, а вы там. У нас здесь своя история. А он у нас самый-самый главный. Вот я сейчас с вами разговариваю, потом раз. Так, ну, хорошо. Так, предваряя ваши выкрики из зала, типа «Комбат, давай», «Коня, давай», «Коля, давай». Коля и так дает. У нас, вот, кто повыше, тому видно, у меня лежит лист бумаги, на нем текст. Это все вместе называется программа. И вот она сегодня будет звучать вот именно эта программа, в которой комбат есть, Коля есть, и еще есть несколько песен, потому что по ансамблю «Любэ»
кроме коня и комбата, есть еще пару штук. Так, ну, поехали дальше тогда. И друзей своих рядом с собою представишь, и студенческий воздух плывет. Вечерок коллективный блаженный повторяется с каждой весной. Он затянет тебя, он беседой душевной закачает, как мост под весной. И затянет беседой душевной, закачает, как мост под весной. И ты споешь про свет в любимом окне, про звезды, что в тишине над горизонтом горят. И ты споешь, и тихо крови вздохнут, и вновь тебе подпоют ребят с нашего двора. Чуть гитару потише мою. Уже вспомнишь соседа Буяна и пивку окнички в вагон. Помнишь, пиво на синем бидоне, поругался на это Різдво. И смотри тайком мы с тобой на балконе, а потом ты с отцом разговор. А еще я везде благодарен за отчизну, что все же живет, и за то, что однажды в апреле Гагарин совершил свой высокий полет. И за то, что однажды Гагарин совершил свой высокий полет. И ты споешь про свет в любимом окне, про звезды, что в тишине над горизонтом горят. И ты споешь, и тихо клены вздохнут, и вновь тебе подпоют ребят с нашего двора.
с нашего двора. Спасибо. Дай мне какой-нибудь холм. Да, да, еще. Да, ага. Так вот, хорошо. Так, и еще балансик здесь. Да. 1, 2, раз. Много-то раз, вот как совсем убрать. Чуть-чуть добавляю. Да. Эта картинка у меня здесь, это вас никак не касается вообще. Да. Так, Раз. И 1, 2, раз. хорошо. Все, тогда поехали дальше. Спасибо. Нашу самую первую песню. Скажу, вообще все начиналось в ансамбле «Любэ». Это было очень давно, 35 лет назад. Она была записана на студии самой первой. И называется она
Считай, Саня. Когда-то мы могли сидеть с гитарами всю ночь, и нам казалось, что всю жизнь мы будем вместе все равно. Серега, Колька и Витя, чтоб не придумали про нас. По кругу шел стакан с вином, последний раз, как в первый раз. Где теперь, вы теперь далеко, далеко, вы теперь от меня. Мои дворовые друзья, мои давнишние друзья, с вами был, с вами есть я. Мои друзья, серый Колька и Витя, серый Колька и Витя, серый Колька и Витя, серый Колька и Витя. Года идут
Посмотришь, времени нет. Теперь с друзьями посидеть. Но я такой же, как и ты. Я ничего не позабыл. И знаю я всю эту ночь. Мы будем вместе все равно. Где теперь, вы теперь далеко. Далеко вы теперь от меня. Мои дворовые друзья, мои давнишние друзья, с вами быть, с вами есть. Мои друзья, серый Колька и Витек, серый Колька и Витек, серый Колька и Витек, серый Колька и Витек, серый Колька и Витек.
цвета. За тебя готовы шкафы. За тебя, за тебя, за тебя, за тебя, за тебя, за тебя, за тебя. Одна из моих любимых песен, кстати говоря. У нас с этой песней связан один забавный, курьезный такой случай. Я не рассказывал? Нет. Ладно, напомню, если... Я думал, те же люди пришли просто. Хорошо. Как-то очень давно, когда президентом Молдовы был еще Игорь Дадон, он нас пригласил на концерт в Кишинев. Мы приезжаем, площадь, мы стоим на сцене, он с семьей стоит перед сценой прям. Играется эта песня. За тебя, Дадонышко. Мы-то ни о чем плохом не думали. И мы смотрим, он так подобрался. И тут мы поняли, о чем песня. На самом деле. Я не знаю, как мы закончили. Тихо слышно. Да. Хорошо. Так, ну, следующая наша песня, одна из самых наших главных песен. И это не комбат. Как вы успели подумать. Да? Признавайтесь. Кстати, и не Атас. Так, может, нет. Нет. Ребята, главное, что есть ты у меня. Вот главное. У меня предложение, мужики, все припевы поем вместе со мной. Сможете? Да! Не постесняйтесь. Девушки могут присоединяться. Я начал? Строй будто понесло, тишина, запечалилась в небе луна. Ну и пусть мне печаль не страшна, главное, что есть ты у меня.
у меня. А ты весна растет, и береза тонким прутиком песок ведет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Ничего и правда. Главное, что есть ты у меня. Сейчас одна из моих любимых, ну, наверное, любимая песня, я ее даже иногда переслушиваю. Вообще любой не слушаю, правда. Так же, как и ребята. У нас считается это как-то не очень хорошим тоном. Вот, но одну я песню переслушаю по настроению. Она очень, мне очень нравится, она такая мелодичная, хорошая. Называется «На якоря». Помнишь такое? Хорошо, сейчас мы напомним. Давайте. Погода не очень опять туман, и по прогнозам погоды на завтра дожди. Спит себе тихо, укрывшись под волнами океан. Слышишь, молю, ты его не буди, не буди. Тихо, 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 так тает ночи, струится. Курит трубку старый капитан. Тихо, 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 так долго прожил он рядом с тобой. Океан. Чтобы так жить, нужно мечтать, чтоб любить, нужно отдать. Якоря нашей судьбы. Чтобы так жить и верить и ждать, и простить, чтобы понять. Якоря нашей любви. Проститься пришел на рассвете твой капитан. В небе над пристанью гаснут ночные огни. Тихо от берега лодка отходит в густой туман. Слышишь, моряк, ты его не зови, не зови. Тихо, 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 так тает ночи, струится дымок. Курит трубку старый капитан. Тихо,
любви. Ну, обычно эту песню принимают, ну, так как бы, не прохладно, а так спокойно очень. Вот, вы приняли очень тепло. Это говорит мне о двух вещах. Я могу ошибаться, но либо у вас давно никого не было, либо у вас безупречный музыкальный вкус. Это правда. Хорошо. Так, что же мне сейчас объявить? Ну да, что там? Своей жизнью живет человек. Хорошо. В последнее время нас часто очень просят исполнить песню «Пара скворцов». Я не знаю, с чем это связано. Не с весной, потому что это просили еще и осенью. Вот. И дело в том, что вот так вот взять и исполнить песню, которую когда-то там мы записывали, это невозможно. Ее нужно вспомнить, сыграть, отрепетировать только потом. И мы все-таки решили ее восстановить. Скворцы. Прилетайте, мои вы потешники, вы птицы мои. Я рукавочком радовал веселочки, все без устали поутриться, чтобы были уютными гнездышки, а вашим птицам скворцы летят на родину, скворцы летят, летят. Скворчихи на скворцов серьезно глядят, летят, глядят. Скворцы летят на родину, скворцы летят, летят. Скворчихи на скворцов серьезно глядят, глядят, глядят. Вовсю зелены, пойте, пойте не ради известности, ради весны, пойте ради пресветлого праздника, безмятежную песню свою, песню вечную, песню сердечную, а я подмаю. Скворцы летят на родину, скворцы летят, летят. Скворчихи на скворцов серьезно глядят, глядят. Скворцы летят на родину, скворцы летят, летят.
знали, что Дарфур? Ближе, уже близко, да. А как начинается, помните? Начинается с хора, правильно? И так далее. Давайте вы будете хор. Все. Вас много, прозвучит круто. Сможете? Вы начинаете, мы добьем. Тональность, да? Все раз. Мотивчик. Ага, достаточно. Подожди, сейчас посчитайте. Спасибо большое. Ну, может, романтик какой? Да. Да? Какие опыты романса вы знаете в нашем исполнении? Береза, раз. Чисто романс.
И позови меня тихо по имени, конечно. Ну, Береза у нас в резерве. Почему? Береза исполняется под оркестровую фонограмму. То есть, что это означает? Это заводится в записи симфонический оркестр, а я сверху пою, как умею. Вот, но и стою при том, я один, никого нет. И вот вдруг, если у гитариста лопается струна, вот как раз тот момент. Ему хватает этих 3 минут, когда я один на сцене исполняю для вас Береза, а он быстренько ставит струну новую. Вот именно для этого сочинена песня. Ну, пока все нормально, позови меня тихо, позови меня, да? Позови меня, пойдет? Кто текст знает? Пусть подскажет. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивают сирень и смородина. Позови меня, тихая родина, позови меня, а на закате дня. Печаль моя, позови меня, а на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик и дальние ехали, только мимо с тобой мы проехали. Напылили кругом, накопытили, даже толком дороги не видели. Позови меня, а на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, а на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание, я вернусь, я сдержу обещание. Мой гаджет подсказывает, что пора вас отпускать уже в буфет. Ну, отдыхать чуть-чуть. Мы пойдем попьем чайку, кофейку, покурим. А вас там ждут с распростертыми буфетчицы и вкусные и полезные спиртные напитки. А на войне, как
как на войне, патроны, водка, махорка в цене. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга вспомнит обо мне. А на войне не ровен час, а может мы, а может нас. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спиной меня. Летят самолеты и танки горят. Комбат, йо, комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон, комбат ее командует он. Огонь батальон, огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея. А на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне, да то оно все серьезнее, чем в кино. Да, война, 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 дурная тетка стерва. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Комбат, батяня, батяня, комбат, и сердце не прятал за спиной ребят. Летят самолеты и танки горят. Так бьет ее комбат, ее комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон, комбат ее командует он. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спиной ребят. Летят самолеты и танки горят.
Эти сутки в пути, ветер, камни, дожди, все вперед и вперед, рота прет, наша прет. Эти сутки в пути, слышь, браток, не грусти, ведь приказ есть приказ, знает каждый из нас. Пишите письмецо, нет ему дороже для бойцов. Пишите пару слов, вы девчата для своих пацанов. И на рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Придали нам прикурить, товарищ старший сержант, я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. И дай нам прикурить, товарищ старший сержант, я верю в душу твою. Солдат, 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 солдат. Эти сутки в пути, ветер, камни, дожди, на рассвете нам бой, день начнется стрельбой. Эти сутки в пути, кто бы знал, что нас ждет. Эти сутки в пути, и рассвет настает. Пишите письмецо, каждый день нам наш родимый дом. С далекого далека принесут его мне облака. И на рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. И дарит нам прикурить, товарищ старший сержант, я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. И дай нам прикурить, товарищ старший сержант, я верю в душу твою. Падала земля, с неба падала земля, разрывая крик, в небе падала война. Пламенный броня, захлебнулся автомат, заглянул в глаза, где смерти крови сержант. И на рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. И дарит нам прикурить, товарищ старший сержант, я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. И дай нам прикурить, товарищ старший сержант, я верю
Сядем с отцом, сядем вдвоем на крылечке до утра, до утра. Поговорим о том, о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-дам. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки, благодать. А река течет, по дну катает камушки, да натечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет. Мой солнечный дед был балагур, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-дам. Солнечный дед выиграл войну и вернулся домой в ордена. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да натечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, и дедов кровь моя течет, и дедов, и отцов. А река течет, а река течет. А река течет. Давай, историю больше На сапогах играет солнышко, сигареточку поет. За забором самоволочка кружит голову и ждет. А ты жди меня, хорошая, я приду, ты не балуй. Будет ли ты пулеметную красоваться поцелуй? А ты жди меня, хорошая, я приду, ты не балуй. Будет ли ты пулеметную красоваться поцелуй? Дела мои сердечные, кровь бушует, как волна, а на уме все темы вечные, ты капитанова жена. Не копать рыжие велена, я копаю словно раб. Те за Сталина, за Ленина, я за всех российских баб. Не копать рыжие велена, я копаю словно раб. Те за Сталина, за Путина, я за всех российских баб.
Ансамбль «Любая всегда» для вас. Ну, нормально все происходит? Так, ну, сейчас песня, которую вы давно ждете. Я слышу топот копыт. Буквально пару фраз, я скажу пару слов. Значит, вы все привыкли к студийному исполнению этой песни, то есть к записи. То, что мы сделали в свое время. А тогда в записи участвовал большой сводный мужской хор. Человек 25. Помните, да, там хоры? А нас тут раз-два и здрасте. Поэтому, так как там не прозвучит никак. Вот. А потом пойдут слухи. Знаете, помните, как в трех мушкетерах? А скажут, что у нас было 4. Вот поэтому единственный выход из ситуации — петь будете вы. С нами. Вы готовы? Класс. Но напомню еще одно обстоятельство, очень важное, на мой взгляд. Вот это исполнение именно этого зрительного зала именно сейчас. И нас один дубль. Такого больше исполнения не будет, не повторится никогда. Поэтому, кто будет снимать на смартфоне, сохраните на память. Потому что это будет уникальная история. Поэтому прошу вас, соберитесь. И чтобы все у нас получилось достойно. Хорошо? Тональность, да, прошу. Вместе со мной начинаем тихонечко. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Мы идем с конем по полю вдвоем. Это было великолепно, не знаю, чем я занимаюсь вообще в жизни, но явно не те. Классно. Кто-нибудь потом зашлите меня в запись. Найдете меня ВКонтакте. Ладно? Ладно? И все.
Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он пусть домой. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны, и вздыхают, и зовут, но не поймут они, чудные не поймут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Впереди ждет земля родных своих ребят. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Там за туманами, вечными пьяными, мы, конечно, доплывем. И улыбнемся, и детей к груди прижмем. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами песню допоем. За туманами, вечными пьяными, там за туманами песню допоем. Так, ну, а сейчас мы исполним для вас одну из самых наших знаменитых песен. Она никогда не исчезнет из нашего концертного репертуара, потому что будет всегда актуальной. О какой песне я говорю? Правильно, не валяй дурака. Мы вынуждены ее оставлять все время. Кстати говоря, за «Не валяй дурака Америка» в Канне мы в 1994 году получили приз за видеоклип, видеоролик на эту песню. И, кстати говоря, в жюри было много американцев. И они так радовались, когда им перевели все это. Дико радовались просто.
говорит, вот это остроумно, вот русский дает. А я тогда выходил на вручение призов, надел свою форму, ту, помните? Вот я надел форму, и все так стремились со мной сфотографироваться. Вот, ну, они были счастливы просто. Вот, в тот момент я запомнил просто навсегда, потому что я помню, когда шла церемония награждения, много всяких, и мы с Юрием Михайловичем Антоновым ушли в фойе, ну, долго, очень муторно, и не знаем, когда мы, что мы, позовут ли, Бог его знает. Вот, и мы пошли в бар. Искали, попивали. И вдруг вылетает Константин Эрнст. Говорит, Коля, быстро на сцену, там вручают приз. И я, значит, вылетаю на сцену, а там уже приз почти унесли, и выходит группа Аэросмит. Им вручают. И я, значит, скачу вовремя, я успел схватить свой, и сразу захватил второй. Свой. Извините, это не для вас. Вот, было очень смешно, забавно. Вот такие у меня воспоминания. Хорошо. Я позволю исполнить эту песню себе с нашим, вам уже привлекался, да? Зовут его Леха. Он пытается, вы обратили внимание, самая первая песня пытается себя как-то проявить. Короче говоря, все, что касается шоу, это все туда. Вот. И, ну, сейчас я дам ему такую возможность проявить себя по-настоящему. Если будет петь песню, Леха даст. Бери микрофончик и иди вот сюда. Куплетик. Я куплетик, он куплетик. Я, он. Или все, Арсенюш? Нет? Боишься? Ну, давай. Да. Что, гитара, да? Что сидишь, что Аляска, два берега,
Ну как вам, Леха? Леха, ты ничего? Хорошо, Леху вы знаете. Теперь я назову всех остальных своих дружков. Так, Алексей Кантов, наш тенор. Адвокат, да. Дима Стрельцов. Наш бас-бэк-вокалист Алексей Тарасов. Всегда про Алексея говорю отдельно и про басы в частности. Очень редкие голоса. Коль, чуть-чуть холодно прибери, это мне сыпется. Спасибо. Очень редкие голоса. И нам очень повезло, и с Казаном повезло. 35 лет назад на студии мы с Лешей познакомились. У нас очень много хоровых мест в наших песнях, припевах, все самые низкие партии исполняет он. У меня таких нот нет. Я тенор тоже. Ну, я баритональный, а вот... Я в этом не понимаю ничего. Как получается такое? Так. Какая у тебя самая низкая, дорогая нота? Си бемоль с утра. Низкая. Но есть еще одно маленькое такое качество, о котором знают только профессионалы. С утра похмельят, сына им нет. Я накануне накрываю полянку двоих и потихонечку его так подпаиваю. И на утро он звучит как Бог. Да, за барабанами у нас Александр Ерокин. Он сегодня старой гвардии. Я с ним знаком, вы даже не поверите, с какого года. Я когда только начинала самые первые мои гастроли в город Горький, мы туда приехали и жили в гостинице АК. Тогда не было отелей, были гостиницы. Какие консьержки? Дежурный по этажу. Так вот, мы жили в этой гостинице, а внизу в ресторане играл ансамбль. И вот на барабанах молодой тогда Саша Ерохин. Мы познакомились, вместе балагурили, бухали. Ну, как обычно. Обычная история, ничего нового. Но вот так судьба сложилась, что спустя много лет ему поступило предложение занять место барабанщика в ансамбле ЛВ. И вот с 90-го года Александр Ерохин с нами, ветеран войны. Кстати, я не сказал, это все было, наше знакомство произошло в 1978 году. Господи, лучше я этого не говорил. Наш третий бэк-вокалист баритон Паша Сучков. Мы его заставили сесть еще за клавишные инструменты, потому что Виталий Локтев ушел на пенсию. Вот вы заметили, наверное, что его не хватает, да. Но ушел. Ну, так решил для себя. Он позвонил мне, года 2 уже прошло. Как? Он позвонил и говорит: Коля, я больше не могу выдерживать этого безумия, и я ухожу на пенсию. Прикупил себе домик в Подмосковье и мирно уживается с женой тещей. Счастливая старость. Наш гитарист Ваня. Он
только гитарист. Он еще и преподаватель гитары. Это онлайн, очень толковый, очень. Вот прям с нуля, ему ребята молодые, какие-то у него есть. Сколько у тебя учеников? Много, да? Периодически много. Периодически? Ну, сейчас, может, все 10. 10, учитывая, что ты все это в свободное от работы время? Ты свободное от работы время работаешь в любой? Нет, наоборот. Бог разберет. Что у них там? Ладно. Меня зовут Николай. Ну, как вы понимаете, после представления обычно говорят заветные слова. Наш концерт приближается к концу. И вот сейчас мы очень рады нашей встрече с вами. Вот я не знаю, как мы его, но вы нам очень понравились. И так далее, да? Но это действительно правда. Но это еще не все. У нас же есть еще отличные песни из самая симпатичная наша песня из сериала. Как он называется сериал? «Таежный роман». «Таежный роман», да. «Ты не средняя река». Сейчас мы ее споем. А будешь петь с нами? Да? Хорошо. Когда своих там ближайших растолкаешь, что вместе. Ладно? Я играю аккорд. Вступай, хорошо? Ты неси меня, река, а за крутые берега, где поля мои поля, где леса мои леса. Ты неси меня, река, да в родные мне места, где живет моя краса. Голубые у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня. За туманом огонек, как же он еще далек. Ты мне, ветер, помоги, милую весточку шепни. Знаю, ждет меня краса. Проглядела в ночь глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе
были у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня. Леха, Дима, Алексей, Николай, Александр, Ваня, Паша, Александр Б. А можно свет взяли песню? Друзья, у нас в коллективе сложилась такая традиция. Подождите секундочку, послушайте меня внимательно. Значит, я делаю маленькое, короткое видео, секунд на 5-6 зрительного зала в самом конце концерта. А ТАСС еще впереди. И у меня только одна просьба. Надо изобразить, ну как будто АТАСС уже прозвучал. Надо изобразить бурный восторг. Сможете? Я выложу, вы знаете сами себя. Так, ну, теперь у нас остался один номер АТАСС. Меня как-то спросили, ты знаешь, сколько раз ты проорал слово АТАСС за всю карьеру в ВВ? Я говорю, как она появилась в сентябре 89 года, 35 лет назад. Ну, я так прикинул, страшная цифра получилась, я даже не буду ее называть. Я решил переложить эту почетную обязанность на зрителя. Петь не надо, просто тупо орать. А Леха показывает вам ярко, талантливо, незабываемо. Смотрите, вас много. И ваша задача, я подскажу как. Значит, во-первых, ваша задача смести звуком нас со сцены. Это очень важно. Да, и подсказываю как. Очень коротко, на выдохе, девушка истеричная. Готов? И... Прямо, не вместе. Это какой-то позор. И... АТАСС! Близко. АТАСС! Вот так 32 раза. АТАСС! АТАСС! Глеб Шейков и Марк Шарапов.
рабочий класс. Танцуйте, мальчики, любите девочек, пускай запомнят лишний нас. Малина ягода, громче, еще. Видите, как мальчик набирается, помогите ему. Не погаснет окошко, гнев же дров и погоде не спят. Пресловутая черная кошка, а забоится о наших ребят. Гнев дров и погоде шарапа, а заслужили в боях ордена. Пусти мирного дня трудового, будь здорова, родная страна. Веселее рабочий класс. Танцуйте, мальчики, любите девочек, пускай запомнят еще нас. Малина ягода. Веселее рабочий класс. Танцуйте, мальчики, любите девочек, пускай запомнят еще нас. Малина ягода. Еще. Друзья, спасибо огромное. Итак, Дима, Леха, Алексей, Николай, Александр, Ваня, Паша и Николай Смирков. До свидания, всем самого хорошего, берегите себя. Ну, а мы закончили наше выступление. Было очень приятно всех вас видеть. Хорошего вам, теплого, хотя и короткого лета. Будьте здоровы и счастливы.